26-летняя жительница Бишкека поступила в этот городской родильный дом в середине октября. Состояние девушки не вызывало никаких подозрений, и врачи решили, что роды пройдут естественным путем. В итоге малыш умер от асфиксии, так и не появившись на свет. Спустя несколько недель после трагических событий одному из местных изданий отец погибшего ребенка рассказал подробности произошедшего. Сказали, что она сама сможет родить, но мы поверили врачам. Примерно в 17:00 начались роды, отошли воды. Врачи этого не заметили. Плацента разорвалась, малыш умер из-за недостатка кислорода. Вес ребенка был 3,5 килограмма. Врачи признали, что не уделили должного внимания. Теперь просят прощения. Прощение это, как выяснилось, медперсонал оценил в 100 тысяч сомов. Как призналась главврач скандально известного 4-го роддома Бурул Алмазбекова, это вовсе не взятка за неразглашение истории, а компенсация за причиненный вред здоровью матери. К слову, матерью она уже не станет. В результате кровотечения при извлечении тела ребенка девушке удалили матку. И вот для реабилитации деньги якобы и попросили сами близкие потерпевшей. Не мы предлагали, значит, родственники сказали, что для такого рода женщин в последующем потребуется достаточно серьезная реабилитация, что они были бы не против материальной компенсации. Мы всем роддомам, мы это понимаем, что это ситуация, которая, связана с нашими действиями, поэтому мы действительно собрали 100 тысяч сомов, передали родственникам, сказали, это вот на последующие все реабилитационные мероприятия, которые потребуются для этой женщины. В общественном наблюдательном совете при Минздраве полагают, что если уж врачи пошли на какие-то договоренности, то это говорит о признании ими своей вины. Но даже если это и всего лишь жест милосердия со стороны роддома, то на такие страховые случаи у них должен быть специальный счет. А иначе смысл такого откупа похож на то, как поскорее замять дело без лишних уголовных разбирательств. 100 тысяч сомов собрали. Во-первых, это этически неправильно. То есть это косвенное признание собственной вины. Во-вторых, если должны быть компенсации для таких людей, которые пострадали по вине, скажем, государственного учреждения, и, соответственно, должен быть какой-то страховой фонд, компенсации и так далее. В-третьих, моральный ущерб, он может быть возмещен в ходе психологический ущерб в ходе расследования, то есть в судебном порядке, а не так, что похоже, что люди добиваются получения такого встречного заявления. Как бы там ни было, эта трагическая история теперь под личным контролем у министра здравоохранения. Таланбек Батыралиев обещал разобраться в гибели младенца и как случилось так, что его матери была проведена операция, повлекшая столь печальные последствия. Я попросил досконально с момента беременности, еще наблюдения, подробно описали и еще больше описали подробно с момента поступления в родильный дом. И каждое действие наших медицинских работников, включая во время операции, будет расследовано. Однозначно говорю, если будет определенно халатное отношение наших работников, мы не только примем это, определим ответственность дисциплинарного характера, еще передадим прокуратуру. Напомним, это не первые роды со смертельным исходом в этом перинатальном центре. В декабре прошлого года при схожих обстоятельствах скончалась 29-летняя роженица. И тогда причину ее смерти родственники называли халатностью врачей. Однако о привлечении виновных к ответственности так до сих пор ничего не известно. Алексей Немашкал, Айбек Айтбаев, Владимир Кубалдиев, НТС.